Школа номер 60 города Грозный, как и все учебные заведения республики, спешно готовится к предстоящей встрече учащихся. Несмотря на то, что до начала учебного года осталось еще больше месяца, в классном кабинете Зарины Типсуркаевой звучат голоса детей. Живой интерес, который вызвал к своему предмету молодой филолог, заставил их отложить в сторону игры и прийти в школу, чтобы еще раз вспомнить пройденный материал, пообщаться с друзьями и любимой учительницей. Любовь. Дальше. Здоровье. Здоровье. Дальше. Доброта. Так. Мы приветствуем друг друга, и вместо обычного «здравствуйте», вот этого, которого растягивается обычно в несколько слогов, мы просто говорим: я начинаю, надеюсь, они продолжают, мы подарим, я продолжаю друг другу, и мы вместе говорим добро и свет. Добро и свет. Чего нам так не хватает с самого начала, я имею в виду начало роста человеческого, нужно вот это дарить, чтобы потом это получать. Зарина Вахановна очень отзывчивый человек, отличный педагог. Я не волнуюсь на ее уроках, потому что я понимаю, что она поймет меня. Если я ошибусь, она исправит. На ее уроках бывает все понятно. Она, как классный руководитель, пытается нас, чтобы нам не было скучно. Не только, чтобы мы были на уроках, она нас вывозит, готовит нам какие-то мероприятия. Например, она нас на Алибаба представление нас повела. Мы рассказывали о впечатлениях после этого спектакля. Зарина Вахановна хотела, чтобы мы оттуда взяли какую-то пользу. В прошлом году Зарина заняла второе место в конкурсе «Молодой педагог». Испытания, через которые ей пришлось пройти, немного смутили девушку. И, возможно, она так и не решилась бы снова на такой шаг, если бы не директор школы. Так получилось, что руководитель нашей школы Хаджиев Саид Магомедович увидел во мне что-то такое и, самое главное, поверил в меня. Была очень хорошая школа, потому что молодые специалисты также нуждаются в стимулировании. Им необходимо, чтобы на них обращали внимание. Им даже больше необходимо, чем специалистам опытным. И я очень была благодарна судьбе за то, что меня слушали, мной интересовались, за то, что была предоставлена возможность говорить и показывать то, как ты умеешь. Зарина очень любит детей. С первого дня она показала себя как знаток своего дела. Зарина, она как неограненный изумруд, прошла нашу школу. И вот директор наш, наверное, именно в ней разгадал вот эту искорку. Не жалея себя, целый день проводила с ними, готовила их к экзаменам. И вот это все, ее положительное отношение к работе, наверное, и заставило директора посмотреть ее как на лучшего работника нашей школы. И он не ошибся. Судьба улыбнулась ей, и вот молодой учитель, стаж работы которой не составил еще и 5 лет, победитель самого престижного в республике конкурса «Учитель года-2014». Не могу сказать, что эта победа, это есть показатель того, что вот она я, лучший учитель республики. Неправда. У нас очень много хороших учителей, лучших учителей. Каждый из нас преодолевал себя, каждый из нас чему-то научился. Я вспомню свое ощущение после мастер-класса, проведенного на республиканском этапе. Я просто сидела опустошенная. Я благодарна за то, что мне встретились именно такие учителя, профессионалы своего дела. Я считаю, что каждый из них достоин называться лучшим учителем республики, даже больше, чем я. Я видела многих и опытных учителей на нашем конкурсе, и таких же начинающих специалистов, как я. И в каждом я видела одно — стремление быть в школе и быть вместе с учениками. Поэтому я считаю, что тот учитель, который прежде всего ставит себе вот эти границы, не прийти, отработать этот час, да, этот урок, скорее бы прозвенел этот звонок, а действительно совершить что-то такое сейчас, что, возможно, перевернет
И вот как говорил Сухомлинский, никто не знает, когда ученик больше получает, когда он смотрит на доску или когда он смотрит в окно, а за окном он видит, как подсолнух поворачивается за светом. И, возможно, гораздо больше ученик получит вот в этот момент. В будущем Залина видела себя журналистом. Однако сегодня, глядя на все, что с ней происходит, с высоты своей непродолжительной педагогической деятельности, девушка радуется тому, что судьба вывела ее именно на стезю учителя. И уже не представляет свою жизнь без этих полных любопытства, смешливых детских глаз и жизнерадостных улыбок. Когда на тебя смотрят вот эти вот глаза, опять-таки без всякого пафоса, я от чистого сердца могу сказать, что я чувствую прежде всего человеческую связь. Когда дети ко мне пришли, и им есть что показать, и им есть чему научить меня и что дать мне. И когда я тоже прихожу с чем-то для этих детей, какой самый главный человек? Отвечая на этот вопрос, мудрый человек ответил, что самый главный человек в твоей жизни — это тот, с которым ты сейчас разговариваешь. Самый главный день — это тот, который ты сейчас проживаешь. Самая главная встреча — это которая вот сейчас происходит. Поэтому, отталкиваясь от этого, я могу сказать, что самый важный для меня успех — это успех конкретного урока, конкретной встречи, моей встречи с детьми. Духовная связь, когда ученик, когда ребенок может к тебе прийти и не в рамках урока просто поделиться, возможно, своей проблемой, возможно, своими чувствами, возможно, своими переживаниями. Когда нет вот этой стены и когда нет вот этого надзирательства, я учитель, а вот ты ученик, ты чуть-чуть ниже меня, а есть равенство, есть любовь. И вот как говорят, что любовь есть сама равенство, поэтому она, в принципе, равенство не ищет. Вот когда есть взаимолюбовь, взаимопонимание, взаимоуважение и взаимодоверие, я считаю, что это главный успех любого учителя. Очень дружелюбная. Смеется всегда на позитиве, веселая. Я не видела, чтобы она хоть как-то один раз была бы без настроения. Выходим на всякие светские рауты вместе. Я бывала у нее на классных часах, так как я организатор. Неклассные мероприятия, мне приходится ее посещать. Очень интересные неклассные мероприятия она проводит. Как бы сказать, сливаясь с детьми. Такое ощущение, что это не учитель, а друг детей. Залина Типсуркаева родилась и выросла в станице Андреевской Дубовского района Ростовской области в большой и дружной семье, в которой кроме нее было еще 4 мальчика и 3 девочки. После окончания Ростовского педагогического института Залина с сестрой, оставив семью, привычную среду, вернулись на историческую родину. На семейном совете мама решила, и в принципе это правильно оказалось, что все-таки нужно вернуться. Я благодарна своей матери Азман за то, что она сумела вот там, вдалеке, все-таки сохранить вот те самые главные моменты, которые и определяют любого чеченца, любую чеченку, да. И теперь я понимаю, будучи здесь, находясь на своей родине, я понимаю, как же мама во многих вопросах была права. Земля отцов, где они бывали лишь временами в гостях, которая там, вдали, казалась им чем-то непонятным, приветливо приняла их, пробудив в них спавший до сих пор зов крови. Я могу с твердой уверенностью сказать, что пока я именно в этой сфере, именно на этом поле человеческой деятельности ощущаю себя нужной. А когда человек себя ощущает нужным, то он остается. И понятно, что всегда человеку нужен какой-то стимул для дальнейшего продолжения своего пути. Это прежде всего успехи моих учеников. Ученица 11 Б класса Абдулаева Зулихан, 3-е место по олимпиаде, в олимпиаде по литературе. Это наш городской этап.
Также могу сказать, что Олимпиада по русскому языку, моя также ученица Муталипова Танзила, это первое место. Юсупов Ахмед, ученик 9 класса, который, кстати, будет представлять на всероссийском этапе, тоже Всероссийской Олимпиады, наш регион, Чеченскую Республику. Это первое место и в городском этапе, и в региональном. Когда я первый раз оказалась в стенах уже своей родной школы 60-й, вот бывает иногда внутренний голос подсказывает тебе: ты здесь, и ты здесь должен находиться, и это твое место. Честно, вот может быть кому-то покажется это слишком патетично, слишком пафосно, но оказавшись вот как раз-таки на 2-м этаже, я ощутила какую-то теплоту, как будто я оказалась дома. Не сумев, скажем так, выдержать этот градус, первая смена в 60-й школе, вторая смена в 42-й, я понимала, что я ухожу, 2-й год своей педагогической деятельности, я понимала, что я ухожу от качественного урока. Потому что слишком большое количество часов, я не хотела работать на количество, я хотела работать прежде всего на качество. В глазах современной молодежи профессия учитель – это не престижная профессия, и вдвойне радует, что такой молодой, талантливый специалист работает у нас в школе. Он с такой любовью, с таким азартом относится к своей работе. Вот эта победа в республиканском конкурсе и ее самоотверженное отношение к работе послужит стимулом для остальных коллег, для самосовершенствования профессиональных качеств учителя. Она только пришла на работу, она задавала по каждому пустяку столько вопросов, сразу видно было, что это ответственный человек. Такой азарт в любом начинании, классный час. У нее классный час был необыкновенный, который отличался от других классов. Вот все у него было необыкновенно, потому что она с любовью относилась к своей профессии. Пруд, который раскинулся в пригороде в поселке Гекала, место, где Залина любит бывать со своими учениками. Сегодня она с сестрой снова на этом сказочном островке. В окружении дивного пейзажа легче постигаются глубины поэзии родного народа, приходят на память и полюбившиеся стихи русских поэтов Серебряного века. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены, я не буду больше молодым. Сердце, сердце, ты не так уж будешь биться, тронутая холодком. И страна березового ситца не поманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, иль ты приснилась мне, будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Ученики, конечно же, им мстит, что их учитель вот так вот может
сходу прочитать. Я пытаюсь это делать, потому что я вспоминаю своих учителей, Коплееву Евгению Михайловну, которая вот так тоже могла впрыснуть где-то строчку из Пушкина, где-то строчку из Лермонтова. Вот недавно закончила свое знакомство с Розой Талхиговой. Посоветовала мне Розу Талхигову моя коллега, тоже филолог. Она сказала: ты не пожалеешь. Роза Талхигова пишет на русском языке. Но все-таки вот что-то такое национальное чувствуется в этих фразах. Я вот понимала, что через русский язык проступает что-то чеченское. И это тоже диалог культуры. Залина Вахаевна очень добрая, милая. Я ее понимаю, она меня тоже понимает. Она очень хороший человек. На ее уроках не бывает скучно. Она не преподает урок как серьезный урок, она преподает как этот урок игра. Она очень хорошо объясняет. Мне нравится на ее уроке. Я пока не решила, кем стать в жизни, но если бы я решила стать учительницей, я бы хотела стать похожей на Залину Вахаевну. Живя в обществе, для которого русский язык родной, Залина не особо задумывалась над тем, какое место занимает чеченский язык в ее жизни. Однако с возвращением на родину она почувствовала в себе потребность знать свой родной язык так же хорошо, как и русский. Она ускоренно восполняет свои пробелы, читает чеченскую литературу, слушает национальную музыку, а при случае и сама исполняет понравившуюся композицию. Дица дай боцу шверк мелги лаву, цадик цицаит нарк киде казву, да богу де задош мел он даду, шевала даверик мел силахву. Или шках историк война наю, миска эсила их еташью. Нансан надах есто вайбех кеду, вайко марилаках и везаву. Да хасила родина, кичаю сояла, да сада, садозала, сасидухо. Уроки литературы как раз-таки мне позволяют всегда соотносить два вида искусства. Искусство слова и искусство музыки. Всегда это бывают какие-то классические композиции. Можно неимоверные вещи проделывать, сочетая что-то с чем-то, с каким-то стихотворением. Или вот мы, например, прочитывали отрывок из «Гранатового браслета» «Признание», «Письмо признания». Мы сопровождали это музыкой Чайковского, дети. Это была, кстати, инициатива детей. И ученики, видя вот такой настрой учителя, они также зажигаются, они понимают, на этом языке тоже можно говорить, да? Есть еще живопись, есть еще музыка, есть еще архитектура, и все это, в принципе, взаимосвязано. Муса Бексултанов, с его некоторыми произведениями я пока пытаюсь знакомиться, потому что преодолеваю трудности литературного чеченского языка. Мне, как языковеду, это не просто внутренне необходимо, еще опять-таки здесь играет большое значение зов крови. Я чувствую, что чеченский язык — это очень мелодичный язык, очень податливый, очень гибкий язык и много общего с русским языком. Современная эстрада, но ей тоже нужно отдать должное, потому что я считаю, что наши современные исполнители чеченские также сохраняют, живут и в традициях, и в то же время обращены в новое время, в будущее, так сказать. Настолько тонкость вот этих чувств, настолько тонко передать в словах, и все это чеченский язык, мне это очень нравится. Это очень
обогащает тебя, во-первых, а во-вторых, вызывает уважение к тому, что вот я представитель того народа, который является носителем вот такого прекрасного языка. Когда впервые видишь человека, появляется к нему интерес, что он из себя представляет, каковы его знания, как он относится к работе, и знает ли он свою работу, примут ли его дети. Всегда человек задает и себе, и ему какое-то количество вопросов. Конечно, Залина, как молодой специалист, энергичная, интересующаяся всем, что связано с детьми, зажигательная, веселая, поет. Все при ней, стихи читает очень красиво. Вообще она человек, хотя и молодой, но очень мудрый человек. Дети ее приняли и полюбили. Вот самое главное вот это вот. И дети перед ней как-то они открывались. Это было видно и по детям, и по ней, что диалог у них все-таки состоялся. И на работе ее все вот полюбили, старшие коллеги. Чисто вот заслуженно завоевал человек вот это звание. Летний день в обществе Залины Тепсуркаевой запомнится нам надолго. Интересный собеседник с богатым внутренним миром, доброжелательный человек. В больших, умных, с грустинкой глазах доброта и понимание. У нас не осталось ни малейшего сомнения в том, что Залина, несмотря на свою молодость, учитель по призванию. А значит, впереди ее ждет не одна победа.